Женский хоккейный клуб «Арктик Университет» основан в сентябре 2012-го. Довольно смелый и амбициозный проект воплотили на базе Ухтинского государственного технического университета. Многие любители хоккея саму идею сначала восприняли в штыки, мол, не женское дело. Лучше поддержите юношеские и молодежные команды. Но затем «Арктик» полюбили, и зрители потянулись на трибуны. В первый же сезон в 48 матчах команда одержала 8 побед и заняла предпоследнее место в турнирной таблице. Для улучшения результата из года в год в «Арктик» приглашали известных тренеров и даже легионеров – Петру Правликову, Александру Хусак, которые значительно усиливали состав. Юные ухтинские звездочки Лиана Ганеева и Фануза Кадирова со временем доросли до уровня сборной России. Но во внутреннем чемпионате у «Арктика» дела все не клеились. Я как ректор всегда настроен только на победу. На каждый сезон ректор УГТУ Николай Цхадай ставил самые высокие задачи, и было видно, что девочки боролись на льду, стремились побеждать. Но за все время существования клуба «Арктик» не поднимался выше 6-го места. И в этом году назрело непростое решение – перевести команду в Санкт-Петербург. Иной раз бывает, что для развития проекта, не просто для его существования, мы не хотим существовать, мы хотим развиваться. Так вот, для развития проекта необходимы какие-то новые решения, связанные в том числе и с переездом. Кто не пострадает, так это девушки. Более того, я хочу сказать, что практически все они с огромным энтузиазмом восприняли идею переезда в Санкт-Петербург. В северной столице у команды появились новые спонсоры. Кроме того, поддержку обещает Санкт-Петербургский горный университет. «Арктик» сменит название на спортивный клуб «Горный», но первые матчи женской хоккейной лиги сыграет все же в Ухте. Сейчас команда на тренировочном сборе в Крыму, затем раскатка в Санкт-Петербурге, а завершится межсезонье серии товарищеских матчей в Финляндии. Алексей Корчма, телеканал «Юрган».